Выборы нужны или нет? Я отвечу из той категории, выборы нужны или нет. Выборы будут, не будут, нахуй. Независимой Украине не должно волновать это Трампа, блядь. Он кто, нахуй, блядь? Говорит, что не пора ли выборы? А не пора ли слушать, нахуй, не слушать Трампа, точнее, блядь, не слушать Трампу, Путина, а? Не пора ли? А? Не пора ли, нахуй, блядь, перестать сосать у Путина уже, у Трампа, блядь, не успел прийти, уже сосет, блядь. Понимаете? Трамп, блядь, что Путин сказал, то и делает, блядь. Убрать президента, потому что не нравится Путину. Убрать это, не нравится это, нахуй, блядь. Кого снова, блядь, какого хуя, блядь, подобие Кадырова или кого-то, может, Кадырова может поставить, может, вместо Зеленского, может, он Путин хочет Кадырова въебать, блядь, еще кого-нибудь, нахуй. Вот поэтому где-то что-то услышал еще, что может быть второй Майдан в Украине. Второй Майдан может быть. А может, этот Майдан будет в Америке. Так что вот такая хуйня. Поэтому тут непонятно, блядь, тема идет. Идем дальше. Вопрос проведения выборов в Украине является не требованием России, а беспокоит многие страны. Идиотизм. Кого оно нахуй беспокоит, блядь, нахуй? Я не могу понять одну вещь, блядь. Зеленский, блядь, сейчас президент. Или другой, блядь. Какая хуй разница, блядь, нахуй? Война идет, блядь, значит воевать, значит надо дальше воевать. И какая хуй разница? Нету никакой разницы, блядь. Никакой нет разницы от того, что, блядь, нахуй, Зеленский там, блядь, или там пуп земли какой-то, блядь, нахуй. Какая хуй разница, кто там, блядь, стоит, блядь. Первая задача наша всех, блядь, уничтожить Москву, блядь. Мы же не смотрим, что там надо поменять президента, потом пойдем дальше. Мы же не можем говорить. Или там, давайте так, давайте вот сравним вот так. Допустим, а, допустим, сравним вот так. Я вот вышел на эту тему, ну, на эту дорогу уничтожить Москву. И потом через какое-то время говорят, давайте меня уберете, вот уберите его, а потом мы пойдем уничтожать. Это так же получается, блядь. Вы меня, получается, убираете, а потом вы сами идете как будто бы уничтожать. Пойдете ли вы? Вопрос остается потом уже тут открытым. Понимаете? То же самое. Убрав Зеленского. Вы пойдете ли дальше? Вы-то уберете Зеленского, а дальше вы пойдете без Зеленского воевать? Или руки опустите? Как раз вот и Башкортостан, который только что я вам говорил всем, научитесь уже быть, в конце концов, блядь, отвечать за свою жопу, блядь. Не зря вот в Узбекистане, вот я с детства эту хуйню мне как сказали, с тех пор я это зазубрил, блядь, нахуй. Кутинге джавабер. Это означает отвечать за свою жопу. Если каждый мужик научился бы отвечать за свою жопу, нахуй, блядь, вот этой жопы, нахуй, на земле не было бы, блядь. Понимаете? Потому что, блядь, мы не можем ответить за свою жопу, точнее, не мы, я-то, альхамдулилля, отвечаю. Вот эта вся канитель ебаная, нахуй. Поэтому вот такая хрень, блядь, на земле и происходит. За жопу вы не можете ответить. Вот эта причина. Поэтому сейчас ждем, я не знаю, молитесь, чтобы Зеленский смог ответить на свою жопу, за свою жопу. Понимаете? Нахуй послать Трампа и решить вопрос, блядь, с этой Москвой, блядь. Все, другого варианта нет. Вернуть Крым и вернуть все свои земли. Так, третий абзац. Что говорит, Зеленский абсолютно некомпетентный, делает нелепые заявления, а его руководство позволило войне продолжаться. Это слова же Трампа, блядь, уебок. Зеленский абсолютно некомпетентный. Это Трамп, нахуй, пидор, нахуй. Сука, вылез, нахуй, некомпетентная мразь, блядь. Он еще что-то будет пиздеть, нахуй, когда тут, нахуй, во дворе война, блядь. Он пытается сказать, я тот, нахуй, блядь, который остановит Зеленского и войну, блядь, нахуй. Кто ты, блядь? Кто ты, сукин сын, блядь, украинцам? А? Я не могу понять, вот кто ты? Вот моя тетя чистокровная украинка. Там нет у нее смеси, блядь, а вот всего, нахуй. Крайняк могут смесь быть какая-нибудь там, полякские, может, смесь есть. Не знаю, блядь. Но явно у них нет узкожопых смесей. Понимаете? Как и у меня, альхамдулилля. Поэтому этот Трамп, какой-то, сука, америкашка сраный, нахуй, блядь, будет пиздеть украинцам, что делать, блядь? Умирать или нет? Ой, батюшка, умирать нам в путинской войне, блядь, или нет? Или ты разрешишь нам остаться живых, или умирать нам? Получается, нахуй, надо спросить, блядь, нахуй, у Трампа, блядь, пусть, нахуй, Путин, нахуй, заебенит нас, и все. Потому что Трамп сказал, заебенить. И Путин заебенит вас всех. А вы скажете, типа, да, мы согласны были, потому что наш хозяин Трамп сказал же, блядь, что мы сдохнем. И вы сдохнете, нахуй. Как Путер Питер говорит, мы, говорит, в рай, а не в ад, блядь. Мы их в очке замочим, нахуй. Нет, нахуй, взять Путина в очко голову засунуть. Нет, сука, блядь, слушай Трампа, блядь. Я четвертый или пятый, блядь. Я разочарован, блядь, сука, позиции Украины в контексте конфликта с Россией. У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров. Поймите одну вещь, блядь. 3 года, 10 лет, разницы нету, нахуй. Вообще, с 14 года можно было сесть за стол переговоров. Если на то пошло. Не 3 года, блядь. 11 лет, блядь, дорогие мои, блядь, нахуй. 11 лет, нахуй, переговоры. 11 лет, нахуй. Где эти ебаные какие-то минские переговоры, стамбульские переговоры, блядь, еще какие-то переговоры? Где, блядь, ответ? Нету. 11 лет, нахуй, ёпта. Россия в состоянии моментально уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Вот что за ответ? Россия готова уничтожить. Что вот, я вообще похуею от таких ответов. Бабаев, блядь, сука, тебе 76 или 78 лет, уебок. Ты такую хрень несешь, блядь, могла бы уничтожить, блядь. А ты для чего, пидор, который ты в долг просишь уже, свои долги, деньги просишь? Ты, уебок, для чего? Для того, чтобы, блядь, могла бы Россия уничтожить, и ты это хочешь передать людям, которые, нахуй, воюют, нахуй, блядь, 11 лет, грубо говоря. 3 года ожесточенных. Вот я же всегда я вам говорю, блядь, что мы ушлые. Вот мы все, кто из СССР, все ушлые. Я же вам 1000 раз говорил. И европейцы, и американцы, по идее, блядь, на голову ебанутые, нахуй. У них нет ушлости, они туповатые, как валенки, нахуй, порой, блядь. Понимаете? Я всегда это сравнение делаю, потому что у них нет ушлости. У них нет хитровыебанности, понимаете? Они просто идут вот так. А можно вот так идти? Нет, они идут прямо. До такой степени дотошности, честные, понимаешь ли. И в то же время, по идее, и нечестные. Ну, хитровыебанности нет. Даже в свой адрес нет хитровыебанности у них. И вот это и есть их косяк. И они думают, что Путин тоже такой же, блядь. Они не понимают, что Америка – это Америка, Европа – это Европа, другая менталитет. Хотя бы так. Толерантные они. А Путин не толерантный, нахуй, блядь. Он гандон хитровыебанный.
И вы с хитровыебанными хотите не хитровыебанные на полемику входить, блядь. Это вы что, блядь, нахуй? Бессмертные, что ли, блядь, нахуй? Поэтому я считаю, что здесь, если какой-то финт, нахуй, не выкинет Трамп, блядь, умный, то получается, блядь, нахуй, Путина взяла, путинская хуйня взяла, понимаете? Как говорится, блядь, нахуй, по самые, нахуй, гланды, нахуй, Путин засадил, нахуй, Трампу. А он это не понял, понимаете? Вот это и есть, блядь, нахуй, его, вот эта вещь, что украинские города на 100% могли бы, типа, уничтожены моментально. Это и нашим касается. Вот этим бойцам, блядь, за свободу, которые сейчас их ждет, и хуйней маетесь. Я вам скажу одну вещь. Люди эгоисты, вот по идее все, не хотят умирать. Они не хотят умирать, не хотят за кого-то воевать. Понимаете смысл? Почему вот тут говорит то, что моментально уничтожить? А что, Европа дала бы уничтожить Украину? Значит, европейцы же, видите, никого не хотят посылать туда. Они там чуть-чуть нашкребли 10 тысяч штук, и все. От силы 30 тысяч не могут нашкребсти. Понимаете? Люди не хотят, по идее, умирать. Почему? Потому что это не ихняя война. Я это вам миллион раз говорю, блядь. За украинцев никто не пойдет умирать. Потому что, блядь, нахуй, они и так эти деньги получают здесь, эти солдаты. Сытые люди, толерантные. Им не нужна, блядь, чужая, во-первых, война, чужие земли. И они все, они уже прошли этот этап колонизма, блядь, колониальности, блядь, нахуй. Рабство, не рабство. Им не нужно, они уже все, устаканившийся народ, блядь. Им что, воевать охота, что ли? Им не нужна эта голодная сраная, нахуй, только пидорасия может воевать, блядь. Им не нужна, блядь, эта война. Теперь остановимся здесь. Опять напомню вам о себе, так скажем. А то переходим на другую тематику. Башкортостан, Татарстан и другие регионы, только у них есть интерес с вами идти на Москву. И поэтому тысячу раз я вам говорю, сделайте меня с кем-нибудь стрим, блядь. С кем-нибудь стрим нужен мне, у кого есть, блядь, там 500 миллион, блядь, аудитории, понимаете, блядь, нахуй, чтобы нас, блядь, прокрутили, нахуй, во всех, нахуй, инстанциях, блядь, чтобы даже, блядь, вот этот сраный телеканал Дождь, нахуй, еще какие-то другие каналы заговорили о нашем стриме. Понимаете? И я реально вам говорю, что вы не найдете то, что я вам говорю, где-нибудь, чтобы кто-нибудь говорил, блядь. Если найдете есть такого человека, сопоставьте и тоже с ним давайте стрим сделаем. Пополним свои, как говорится, аргументы друг другу против Москвы. Поэтому, считая такую хуйню, вот этого уебка Трампа, блядь, я понимаю, что полная, нахуй, блядь, пизда, блядь, нахуй, может прийти из-за таких пидорасов. Украине. Не то, что не говорят, что, блядь, Башкортостан, Татарстан. Из-за этого, видя вот это все положение, не знаю, может, это Аллах Та'алям вам дает, открывает глаза, вам дает, знать, давайте, но вы до сих пор не можете прозреть, блядь, что Украине помощь нужна наша, наша из регионов, потому что мы в одном дерьме, вы поймите, и грузины, все там в таком же положении, вы не можете одного понять, что этот один, нахуй, колонизатор по всей земле, нахуй, блядь, пытается, нахуй, нам навязать свои идеи. Но он уже Трампу навязал, на уши Лагмана навешал, блядь, узбекского, узкожопого Лагмана. Поэтому, как говорится, Лагман, как говорится, мощный получился у Путина. Аж, блядь, нахуй, не может, нахуй, как говорится, слюны, нахуй, подтереть этот Трамп. Нажрался, блядь, за 1,5 часа пиздежа, блядь, телефонного, нахуй, этим Питером, блядь, Путиным, блядь, 1,5 или 3,5 часа. Может, они, блядь, тайно уже говорили 1000 раз, блядь, мы же не знаем, о чем они говорили. Может, они уже по телефону успели потрахаться, блядь, мы же не знаем, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы знаем только одно, что нам чуть-чуть что-то кто-то сказал. И все. От этого дальше мы интерпретируем их, блядь, какие-то заговоры. Поэтому и Руслану Габбасову, и остальным всем вот этим, так скажем, долбежникам против Москвы, всем я говорю, хватит уже хуйней маяться. Давайте уже собирать свое войско. Собираем свое войско и идем на Москву. Не надо нахуй ждать, блядь, нахуй, море погоды, там, блядь, таких Эрдоганов, Туранов, блядь, нахуй, Хуянов, блядь, еще кого-нибудь, нахуй, еще бы, вы еще арабов ждали бы там, какого-нибудь из Сауды, когда они проснутся, блядь, против Москвы. Они как раз таки там и собирают, нахуй, дивизию, чтобы дальше эта пидорасия жила, блядь. Решить, нахуй, проблему, блядь, нефти и газа, блядь, и так далее. Где вы помощников видите, блядь? Нигде нет помощников, поэтому я вам 1000 раз говорю, давайте поднимем своих людей, давайте народ наберем из своих. Для этого всего лишь нам нужен плацдарм Украины. Дочитаю уж вот это. Я не против ввода в Украину европейских военных, но американских не будет. Я просто, блядь, поражаюсь над этим, блядь, старым маразматиком, нахуй, блядь. Кого он возомнил, нахуй, а? Вот почему, нахуй, блядь, вот я не знаю, если бы, наверное, я где-нибудь там подобие выскакивал бы каких-то в крупных каналах эфира, блядь, я бы сказал бы, ты, Трамп, уебок, кто ты, нахуй? Ты, так вот даже я ему сейчас могу передать ему, Трамп, блядь, пидор ебучий, нахуй. Ты кто, нахуй? Ты кто вообще Украине? Нам ты кто, нахуй? Ты, блядь, нахуй, своим вот этим выходкой, нахуй, не только Украине, нахуй, сейчас ты хуйню маешь, блядь, уебок, блядь. Ты, блядь, сука, перекрываешь нам даже кислород, пидорас, чтобы мы взяли свою независимость, гандон, блядь. Ты эгоистический гандон, блядь, Трамп. Что ты хочешь нам, блядь? Нагнать, что, блядь, ты снюхался с Путиным, нахуй, лизнул у него, нахуй, блядь, клитор его, нахуй. И после этого, нахуй, хочешь сказать нам, что ты, блядь, нахуй, такой умный, блядь, разумный, нахуй, в книгу Гиннесса, нахуй, хочешь попасть, нахуй, что ты такой заядлый пидор, нахуй. А? Или как, блядь? Заебал, нахуй. После встречи в Риаде Трамп стал намного более уверен в достижимости сделки по урегулированию в Украине. Пошел нахуй. Что я могу сказать, нахуй? Уверен он, блядь, не уверен, нахуй, блядь. Первое, что нужно сейчас нам сделать, Башкортостану, Татарстану и другим регионам, собрать свои войска и послать нахуй Трампа и разобраться с Европой, если с Европой нам кто-нибудь поможет с ними, как говорится, нам снюхаться, и идти на Москву. Все, другого у нас варианта нет. Идем дальше. Что тут опять? Вот это меня убило, нахуй, блядь. Уфа военный, я оттуда, оказывается, взял. Вот этот уебок пиздит сейчас. Ну, что он там пиздел? Написано. Прочитаю. Сори. Вот со Соловиного помета это взято. Полковник-разведчик и профессор МГИМО Безруков заявил, что
Россия никогда не вела захватнических войн, блядь. Смех, блядь, пиздец, нахуй, я хуею. Это всегда был вопрос национальной безопасности. Понятно, нахуй, блядь. Какую национальную безопасность, нахуй? Когда вы гондоны, нахуй, выселили, блядь, до этого я читал вам, крымских татар, загрузили туда каких-то хуев, 8 тысяч штук, блядь, непонятно, блядь, узкожопых, блядь. И потом сказали, захватнические войны не были? Пиздят, как дышат, блядь. Просто к сведению, в Украине Россия захватила территории, на которых находится 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов, 33% редкоземельных месторождений, а также 63% угольных месторождений. Вот и все. Почему, блядь, нахуй был взят Крым, блядь? Вот зачем? Я до этого уже говорил об этом. Я вначале не понимал этого, блядь, потом через какое-то время я понял, где-то я услышал, что ли, или что. Короче, Крым был взят, чтобы, нахуй, вот этот, блядь, украинскую войну сделать. Вначале я думал, что это из-за газа. Потом, где-то я понял, что это из-за того, что морские пути, ему нужно Черное море. Вот самый такой аргумент, Черное море. И потом сейчас уже понимают, даже не это нахуй, все это нахуй ему не нужно, не интересно пока, чтобы сжать плацдарм с Крыма и с Пидороссии, таким образом, как Арык, ну, как это, канавку, сделал канавку, короче, вот такую. И вот так сжимает, короче, территорию, блядь, полностью, чтобы проглотить Украину. Вот его задача была. Первый этап это был как раз-таки Крым, потому что сужение дуги. Дуга сужается, и легче захватывать. Потом уже прямая атака нахуй. В Киев, как бы, и приход сюда. Луганск, Донбасс или что там еще, блядь, Покровский, куда-то он прет уже, в Одессе ебашит все подряд нахуй. Ну, примерно что-то в этом роде, понимаете? Поэтому вот эти, так скажем, как раз-таки нужные земли он берет. Но тут, понимаете, оно бы внутри, ну, еще вот эту сторону тоже нужно понимать. Не нужно, блядь, прям говорить, что он забирает, блядь, нефтяные месторождения и так далее. Нет. Это просто Украина так расположена. Значит, Аллах Та'аля и Украину дал вот на той стороне вот этих благ больше, чем на этой, допустим, да? А потом, с другой стороны, думайте, он же не может со стороны Европы захватывать вас начать. Конечно, он начнет со своей стороны захватывать, блядь. Это же логически, это же не тупость какая-то. Это логика, это от нормального человека, блядь. Поэтому, как говорится, ему не волнует, по идее, нахуй, блядь, то, что там внутри есть, блядь. Само собой, это волнует его, бабки ему нужны. Но самое интересное, самое главное, это утереть нос Европе, что там, блядь, нахуй, допустим, по его мечтам влажным, блядь, что на краю Украины будет Россия. И в десна целоваться он хотел, наверное, со Словакией, с Венгрией, с Польшей и кого там мог захватить. Примерно вся территория Украины, которая прилегает бок о бок с Европой. Вот его был, так скажем, план. Но в течение 3 лет он понял, что отдача идет, и то получается, что он не может уже дальше что-то делать. И меняет план. Но меняет план до какого момента? До того момента, когда Украину полностью раздолбят, подобие вот эти Трампа, блядь, нахуй. И в этот момент, нахуй, снова зайти и добить. Уже как бы раненую, недостроенную Украину. Добить. Вот и все. Он, может, хотел бы, конечно, с первой ходки это сделать, но первая ходка его, по идее, уже была. Это Крым. Это уже вторая ходка у него, понимаете? Мы не можем сказать, это первая ходка, блядь. Потому что первый раз уже он ебанул первый свой план Крым. Это у него уже может второй, может, 10-й план. Поход вот этот, блядь, 3-летний. Поэтому мы, ну, так скажем, адекватно к этому должны относиться, что вот это так, а внутри человека, конечно, мы не можем угадать, блядь, его мысли, мы же не какие-то там волшебники, не волшебники, мы же не можем угадать, угадать мысли, блядь, людей, блядь, такой был, наверное, мы давно уже угадали бы и ебанули бы нахуй Путина, давно уже. Вот примерно так. Так, снова еще что-то я закидывал. Талибы из Афганистана, как обычно уже, блядь, бородачи наши, мусульмане, так скажем, тоже ебанутые, нахуй, снюхали с узкожопами, которые всю жизнь долбились, блядь, с узкожопами, они снюхались, вот это тоже поражает меня. Талибы из Афганистана приехали на конференцию по финансам в Екатеринбурге. Сегодня там выступает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Блядь. В Афганистане женщинам запрещено получать образование и работать, участвовать в общественной, политической и экономической жизни, а также свобода передвигаться без сопровождения родственников мужского пола. Наверное, им некомфортно теперь будет слушать выступление женщины главы ЦБ РФ. Ну, такого, блядь, подъёбку, блядь, сарказм. Ну, как это, этих афганцам, конечно бы, строить, блядь, свою, тоже, блядь, они так как независимые, свою какую-то тактику, там, допустим, с Пакистаном они могли бы какую-то тему сделать, кто им ближе, Индия, блядь, вот примерно. Нет, они поперлись нахуй, афганцы тоже, блядь, нахуй просить бабки, нахуй просить что-то, блядь, к европейцам. Нахуй, блядь, ну, как, зачем просить, блядь? Ну, вот они решили так. Сори. Разведка США. Идем дальше. Меня уже рубить начинает, блядь. Путин не заинтересован в мире и намерен завоевать всю Украину. Это разведка США. Согласно данным американской разведки, Владимир Путин по-прежнему стремится захватить всю территорию Украины, несмотря на начавшиеся переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о завершении войны. Путин все еще надеется переждать Украину в Европу, рассчитывая на возможность захватить всю страну в будущем. Значительные потери российской армии на поле боя не заставляют Путина пересмотреть свои цели, прекратить военные действия. Понимаете? Сори. Само собой, не заставляют, извиняюсь, конкретно говорю, Путин не заинтересован. Ну, мы не можем это гадать, я же еще раз говорю, блядь, заинтересован или нет, блядь, он 7-5 на неделю у него, нахуй, блядь, хочет так делать, нахуй. Как говорится, война на войне, кто наебет, тот этот выиграл, блядь, понимаете? Поэтому мы должны быть более ушлые, нахуй, чем этот сраный Путин, и вообще Трамп, нахуй, вообще, тут, нахуй, пусть не лезет, нахуй, своим, блядь, караваном, нахуй, блядь, в нашу тему, нахуй, блядь. Тут одни ушлые, нахуй, люди, блядь, пиздят, нахуй. Почему, нахуй, эти ушлые люди, так скажем, в Украине, в России, вообще всем, я говорю, разговаривают с американцами, блядь, нахуй. Они же не ушлые, нахуй, блядь. Нахуй с ними вообще вести диалог, блядь, нахуй. С ними нужно конкретно разговаривать только как? Так, товар,
деньги, товар, блядь. Все, вот примерно так, нахуй, блядь. Или там дали денег, купили. Все, вот так. Или запиши мне на блокноте долг, нахуй. Дай мне, нахуй, пару бутылок, нахуй, чего-нибудь. Допустим, да? Вот так вот. Только путем, так скажем, блядь, нахуй. Син меня, меня, нахуй, так как бы далеко не пойдешь, блядь. Когда ты мне, я тебе, блядь, это не дело, блядь. А вот как раз таки, когда ты вроде бы и торгуешь, самый еще один момент, когда ты торгуешь с человеком, со своим, так скажем, товаром, точнее, у него уж товар, блядь, оружие, ты должен понимать, нахрен, чтобы этот человек, кому ты продал, блядь, он тоже какую-то должен поймать выгоду, нахуй, блядь. Получается, какая может быть выгода, если ты, уебок, нахуй, Трамп, пытаешься сейчас на него, блядь, полляма повесить, нахуй, на шею, а у него еще, блядь, нахуй, на носу война, блядь, нахуй, она еще не закончилась, и после этого, нахуй, если так размышлять, блядь, нахрена, блядь, нахуй, ты, получается, неправильный торговец, блядь. Ты, уебок, если ты бизнесмен, блядь, ты должен понимать, что от твоего товара, допустим, да, ведь клиент твой потенциальный, нахуй, не должен умирать, блядь, сука. Ты же, блядь, ты ему этот товар для чего даешь, идиот, нахуй, чтобы он жил, потом снова заказывать мог, блядь. А ты в коре, нахуй, уебок, блядь, да, допустим, Трамп, ты в коре, нахуй, убиваешь своего потенциального любого клиента, блядь, нахуй. Заранее, блядь, нахуй. Ну тогда нахуя этому клиенту твое оружие, если ты, блядь, нахуй, не даешь, блядь, нахуй, ему жить. Понимаете, блядь, нахуй? Ну это же, блядь, логический идиотизм получается. Вот для того, чтобы, блядь, нахуй, жить, нужно помогать. Вот поэтому здесь я один момент добавлю. Насчет